Добрый вечер. Эфир телеканала АТР продолжает программа Prime. Я Роман Спиридонов и представляю сегодняшнего нашего гостя, советник главы Офиса президента Украины Сергей Куницын. Добрый вечер. Добрый вечер. Начнем с информационного сообщения, может быть, его обсудим. Госдума приняла поправки в свои законы, которыми вводится уголовная ответственность за штрафы, ответственность и штрафы за действия, направленные на отчуждение части территории России, призывы к таким действиям. Согласно этому закону, если публичные призывы совершены впервые, то человеку будет грозить административная ответственность в виде штрафа. Для граждан это от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц от 60 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц от 200 до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении последует уголовная ответственность. По этой статье могут даже лишить свободы на срок до 4 лет. Но это такой еще очередной удар, в том числе и по крымчанам, да, которые, может, не согласны с оккупацией, где-то на кухне об этом говорили. Как там любят практику тайных секретных свидетелей, где кто-то там что-то с кем-то в разговоре записал, а потом и осудить. Да, но если вы помните, по-моему, в прошлом году Путин тоже подписал указ, объявив Крым приграничной территорией. И там в этом указе, по-моему, было, что иностранным гражданам запрещается владеть землей. И, по сути дела, все госакты, которые были в свое время оформлены, там, по-моему, десятки тысяч человек, да, которые причем там от украинцев, белорусов до иностранцев, у них у всех теряется право на владение земельными участками, которые они в законном порядке. Это же тоже был удар, то есть объявили, он этим указом объявил всю территорию Крыма и Севастополя приграничной территорией. То же самое сейчас. Понятно, что это в определенной степени привет тем, кто еще за Украину в Крыму и Севастополе. Вы, как человек с большим политическим опытом, депутат многих созывов Рады, и в том числе и первого, премьер Крыма дважды, губернатор Севастополя, участник Майдана, а, пошли работать в команду к людям без политического опыта, которые не были участниками революции достоинства. Уже месяцев 8-9, сколько, да, вы уже советником у Ермака работаете? Ну, С я даже, начала года, да? я даже сейчас, я с 2 июня указом президента была создана Дорадча консультативная рада по делам ветеранов, участников боевых действий, защитников Украины. Ну, это летом, да. А да, до этого вы уже а до работали этого я с 30 марта, по-моему, да. с марта. Поэтому я указом президента назначен главой Рады ветеранов, участников боевых действий, семей погибших. То есть все участники боевых действий, инвалиды войны, семьи погибших. Это сегодня проблематика Рады ветеранов, в которую входит 25 человек. Ну, вот если говорить о офисе президента, разделяет ли представители офиса вот ваши идеалы? Есть ли у них представление о том, как деоккупировать полуостров? То есть нет ли у вас диссонанса вот во взаимодействии с ними? Ну, смотрите, у меня так сложилось, что в прошлом году я перенес очень много операций, еле выжил, по сути дела, и поэтому я не участвовал в прошлом году ни в каких кампаниях, ни в президентских, ни в парламентских. У меня реально стояла задача просто выжить. И поэтому, когда я осенью только через 8 месяцев вернулся там, к нормальной жизни, так сложилось, что меня пригласил Андрей Ермак. Он недавно был назначен главой офиса, а я просто Бориса Ермака знаю от отца еще по Афгану, потому что он еще в начале независимости, потому что он 4 года проработал в посольстве Советского Союза в Афганистане, и мы в начале 90-х были знакомы. И у нас состоялся обстоятельный разговор и по ветеранской проблематике, и по крымской, в том числе, проблематике. И я сказал, что, Андрей Борисович, вот сколько в Украине, столько я в политике. Да? То есть я народный депутат первого созыва, голосовал за декларацию про государственный суверенитет в 90-м, голосовал за 24 августа 91-го за акт проголошенной незалежности и так далее. Там мэром был трижды Красноперекопска, 4-жды депутатом Крымского парламента, ну и так далее. Да? То есть я из тех, кому не все равно, что будет в этой стране, в Украине, что будет с Украиной. Поэтому
Я член Рады Майдана, координатор афганского движения Майдана. Вот мы же накануне годовщины революции Гідності. Поэтому я сказал, что я у нас уже 555 тысяч участников боевых действий, 10 тысяч семей погибших, тысячи инвалидов и так далее. Я сказал, что если я могу быть полезным в этих направлениях, то я готов работать. Но не в штатном режиме, то есть я не получаю зарплату в офисе президента, и поэтому он мне предложил, говорит, а советником пойдете? Я говорю, внештатным советником пойду. Вот так меня и назначили. А потом пошло движение по ветеранскому направлению, потом была Рада создана ветеранов, и потом накануне встречи, накануне Дня депортации крымских татар пригласил президент вместе с Ермаком по проблематике Крыма и крымских татар. И несмотря на то, что у меня основное направление деятельности связано с участниками боевых действий, там, семьи погибших инвалидов, безусловно, там, где я могу дать, скажем, какой-то совет или высказать свою точку зрения, касающуюся там, Крыма, Севастополя, или того же Донбасса, что касается там, создания свободной экономической зоны. Потому что я в 1994 году в Крыму создал первую в Украине северокрымскую экспериментальную экономическую зону Севаш. Ну, и понимаю И ваши... то есть там, где я могу по вопросам Крыма, Севастополя что-либо посоветовать, я стараюсь это делать. Да, я понимаю вот как раз ваши амбиции в хорошем смысле этого слова, что ветераны — это ваша тема всегда, но и Крым вы не сможете, да, оставаться равнодушным. Безусловно. Как часто вы встречаетесь с Ермаком? Какие темы вы с ним обсуждаете? Вот когда последняя встреча когда была? Ну, я вам скажу так, что у нас была очень непростая ситуация накануне 24 августа, когда День независимости и готовился марш ветеранов. В том числе были политики, которые хотели спровоцировать, скажем, ситуацию и использовать ветеранское движение, в том числе против действующего президента. Тогда президент Зеленский прислушался к нашим, скажем так, пожеланиям. Он принял участие и в марше ветеранов, вернее, и в форуме ветеранов 23-го, и указ подписал по реабилитации. И в День независимости вместе с семьями погибших и с нашей Радой принял участие в возложении цветов к стене памяти у Михайловского собора. И 29-го, в день памяти, который он, кстати, указом объявил, надо дать должное, погибших воинов на Донбассе, состоялась первая такая серьезная встреча президента с семьями погибших и пропавших без вести. И по итогам вот этого всего блока буквально недавно, на прошлой неделе, родился еще один указ по категории людей, пропавших без вести, и не только на Донбассе, в том числе и в Крыму. А у нас 685 семей, пропавших без вести, в том числе и по политическим мотивам в Крыму, Севастополе, на Донбассе, и в том числе воинов. И поэтому вот активный период нашего взаимодействия, участия в совещаниях, в аппаратных совещаниях, он был всегда. Последнее просто время, в октябре месяце, накануне выборов, мы общались, безусловно, меньше, потому что, ну, сами понимаете, какая была обстановка. А сейчас коронавирус, сейчас президент и глава офиса заболели, поэтому, скажем так, в онлайн-режиме взаимодействуем, работаем. Я вчера был на Банковой с двумя заместителями встречался, которые работают. То есть, потому что офис должен работать. О Крыме когда говорили последний раз? И о чем говорили? О Крыме? Да вы знаете, я стараюсь, скажем, при любом удобном случае. У меня был обстоятельный разговор с секретарем СНБО Даниловым, в том числе по Крыму. И я даже не могу, знаете, там, сказать вам, ну, скажем, вчера в офисе президента я как минимум с двумя достаточно высокопоставленными сотрудниками, в том числе и по Крыму, говорили. Почему? Потому что, ну, послушайте, меня как человека, который, по сути дела, 10 лет Крымом и Севастополем руководил, да, то есть если в совокупности взять, я, с одной стороны, поддерживаю идею президента Зеленского в том, что создается крымская платформа.
Почему я ее поддерживаю? Потому что я не уставал говорить и при Порошенко в свое время, я не мог понять, почему нигде не версталась программа до оккупации Крыма и Севастополя. Да? Почему вообще этого ничего не происходило? Ну, ее и сейчас нет. Но ее сейчас нет, но тогда вообще в этом плане ничего не делалось. А сейчас В чем позитив всего того, что появилась идея Крымской платформы, я скажу. В том, что Зеленский вывел за скобки Россию. По сути дела, потому что он понял, что Россия по Крыму и Севастополю с Украиной говорить вообще не будет и не хочет. Для них это вопрос закрыт. Если Донбасс нам хотят втюрить и вернуть назад на своих условиях, то Крым и Севастополь никто Украине возвращать не собирается. Они считают вопрос закрытый, тем более, что вот Госдума принимает такие законы. Поэтому пытаться говорить с ними на данном этапе бесполезно, поэтому платформа крымская, на мой взгляд, главный плюс этого действа в том, что Украина пошла путем создания платформы без участия России, потому что ответ России по Крыму для нас понятен. И по формально Севастополю. Россию тоже пригласили. Да? Не, ну формально пригласили, но она же понятно, что не откликается. Раньше ж таких ходов не было. А сегодня, получается, страны Евросоюза, там Турция, да, там и ряд других стран, они поддержали создание платформы. То есть Украина делает Это политические заявления. политический ход, что мы будем эту платформу создавать, даже если вы не хотите об этом говорить, даже без вас. Но если вы думаете, что мы об этом забыли и говорить не будем, вы ошибаетесь. Ну, прежде чем это политическое заявление прозвучит, идет же какая-то подготовка. Вот как она, что готовится? Какие-то, может быть, идеи, которые будут звучать в этой платформе? Кого привлекают к работе на этой платформе? Но я могу вам сказать, по моим ощущениям, я не могу сказать. Я так понимаю, что там в большей степени задействовано Министерство иностранных дел, Кулеба и Эминет Джапарова, которую назначили заместителем министра. Да? Я так понимаю, не без участия этих людей, в первую очередь. Министра иностранных дел и замминистра, это все происходило. Меня не привлекали на эту тему, но я остаюсь убежденным сторонником, как раньше, так и сейчас, о том, что по Крыму, что по Донбассу, там, Севастополю, нужно создавать экспертный совет из авторитетных крымчан, севастопольцев, которые живут на материковой Украине. Вы об этом в интервью говорили еще. Я говорил об этом много раз, я не перестану об этом говорить. Точно так же, как живет много дончан, авторитетных людей, да, которые руководили Донбассом. Донбасс для меня это и Луганская, и Донецкая область. Я это большой регион воспринимаю. Точно так же, как и по Крыму. Я столько лет руководил Крымом и Севастополем. Есть там Людмила Денисова, омбудсмен, да, которая была у меня министром финансов. Есть там Мустафа Джемилев, есть там Рифат Чубаров, есть судья Верховного суда Валентина Симоненко, есть там ректор Таврического университета Казарин. Ну, например, что мне вот навскидку. Точно так же по Донбассу. Есть Владимир Рыбак, который был мэром Донецка, который был главой Верховной Рады и Украины и так далее. Есть авторитетные люди, которые знают территорию, знают проблематику и которые в качестве экспертов смогут дать президенту, его офису, на мой взгляд, в хорошем смысле этого слова, ценные советы очень, да, как в той или иной ситуации, по той или иной территории было бы правильнее поступить. И тогда эффект от работы такой платформы был бы гораздо более серьезным и более весомым. Но я же говорю, про этот экспертный совет вы говорите уже почти год. Да, больше. А что сделано? Я не знаю, послушайте, я не могу сейчас ответить на этот вопрос, но я считаю, что рано или поздно мы к созданию экспертных советов по Крыму, Донбассу все равно придем. Так как пришли к той же консультативной раде по ветеранам. Тоже ведь были же люди, в том числе и в офисе, которые побаивались, вот контуженные, они там такие-сякие, ветераны, да, они там, условно говоря, где-то была боязнь. Точно так же, как тогда, когда была встреча с крымскими татарами накануне 18 мая,
Я приводил примеры, как в 99 году создали дорадчо-консультативную раду и весь состав Меджлиса ввели при президенте Украины, и Мустафа Джемилёва назначили главой этого органа. А тогда мы стояли на грани тяжелейшего кризиса, потому что 50 тысяч крымских татар в 99 году пешком почти месяц шли, а я был премьер-министром Крыма, и ситуация была очень взрывоопасная и тяжелая. Нашли выход из ситуации. То есть были примеры взаимодействия, сотрудничества, которые позволяли двигаться вперед, да, выходить из самозахватов, брать в правительство представителей крымских татар, ставить их главами администраций и пойти по конструктивному мирному урегулированию этой ситуации. Поэтому я считаю, что из прошлого, которое было, и не все было плохо, да, надо взять этот опыт, его сегодня наложить на ту ситуацию, которая имеет место быть сегодня, и двигаться вперед. Поэтому крымскую платформу, это как шампур, да, на него надо нанизать, скажем, реальные вещи. И кто, как не люди, которые руководили Крымом, жизнь там прожили, политическую жизнь, которым не все равно, что будет с Крымом и Севастополем, без них, я считаю, что ни одну программу квалифицированную, полноценную сверстать не удастся. А в офисе советуются с вами по поводу взаимодействия с Меджлисом, например? Как лучше построить взаимоотношения с крымскими татарами? Ну, например, когда меня пригласил президент Сермаком на совещание 17 мая накануне, я, например, сказал о том, что президенту и Владимиру Александровичу, у вас здесь вот в офисе до недавнего времени была должность уполномоченного президента по вопросам крымских татар. Возглавлял эту должность Мустафа Джемилёв. Да? Потом он стал народным депутатом, там даже было 2 или 3 человека сотрудников, потом должность была упразднена. Я сказал президенту о том, что я считал целесообразным, мне бы казалось, что было бы правильно того же Рифата Чубарова назначить на эту должность. Пусть там пока не будет штата, но он с этим согласился. Более того, на встрече, которая там через полчаса произошла, он сказал лидерам крымских татар о том, что я готов рассмотреть вашу кандидатуру и назначить уполномоченным по делам крымско-татарского народа. Ну, например, да? В офисе до сих пор не могут формализовать отношения с Меджлисом. Готовился указ о взаимодействиях с представительным органом крымских татар. И об этом шла речь и 18 мая. Но до сих пор этого указа нет, и до сих пор взаимоотношения с Меджлисом офис не может наладить. Планировались встречи, их до сих пор нет. Я сейчас... Есть мнение, которое я хочу озвучить, и просто выслушать ваш ответ по этому поводу. Вот в одном из эфиров 18 мая главред «Украинской правды» Севгиль Мусаева объяснила, почему до сих пор нет указа о сотрудничестве с Меджлисом. Давайте послушаем, что она сказала. Указ про співпрацю з Меджлісом, він сьогодні не був підписаний. Ми не зробили це 18 травня навіть. Не зробили, у нас не вистачило сміливості. А знаєте чому? Знаєте, з яким формулюванням він пішов? Як це обговорювалося в Офісі Президента? Тому що Служба безпеки України має дати цьому правову оцінку. Служба безпеки України, коли ми будемо вчитися на помилках? На сепаратизм нас будуть перевіряти. Тому що в нас з'являються радники. Тому що в нас з'являються радники. Я буду зараз називати прізвища цих радників. Це Сергій Коніцин. Советник президента. Радник офісу, голови Офісу Президента України, який розповідає чи не розповідає те, що потрібно розповідати про кримських татар. Ну, я могу вам сказать, что в приличном обществе, если бы это был мужчина, вызвал бы на дуэль, а в силу того, что тогда, когда я с крымскими татарами самые тяжелые времена выдерживал, эта девочка еще в школу, наверное, не ходила. Поэтому, ложь плохая штука. Как Сергей Куницын, который в 99-м, когда было 50 тысяч крымских татар, которого записывали, что я крымский татарин, потому что я встал на сторону людей, которые пришли, да? Как я могу крымских татар, в каком сепаратизме их можно обвинить? Ну вот вдумайтесь.
Сепаратизм это что? Вот Ну, что в ее понимании сепаратизм? тут не совсем обвинение вас в том, что Не, вы подождите, она же сепаратизме, а в том, назвала- что вы что-то не то или не говорили, и не договорили, или... Подождите, во-первых, не было указа о взаимодействии с Меджлисом. Не было проекта указа. Был проект указа, если мне память не изменяет, я боюсь ошибиться, да, там о признании Меджлиса вот такого рода. И вообще не шла речь о взаимодействии. Я, когда меня позвали на совещание до того, я сказал о том, что я потом это и президенту накануне встречи повторил, что был уникальный опыт по разруливанию ситуации на фоне войны в Чечне, что происходило, да, когда была найдена формула, я не могу сейчас всего рассказывать, какая это была формула, и какова моя роль была в том, что это состоялось. Не пришло еще время. Для того, чтобы, когда стояло 50 тысяч злобленных людей под Совмином, и было совещание у Кучмы, и что там происходило. Но тогда я благодарен Леониду Даниловичу, что он прислушался ко мне. Я был в меньшинстве. Очень серьезно. Я практически один высказался, что нужно найти формулу. И тогда была найдена формула в указе президента, да, в зв'язку з неврегульованістю статусу Меджліса кримськотатарського народу дослівно створити Раду представників кримськотатарського народу при президентові, головою призначити Мустафу Джемілєва, лидера Меджлиса, до речи, было написано. И весь Меджлис вошел туда. И это, когда мы с Джемилевым и Чубаровым, мы накануне ночью сидели у меня в гостинице до 3 часов ночи, выкурили 5 пачек сигарет. И когда мы приехали к людям, стоящим перед Совмином Крыма, и зачитали этот указ, люди разошлись и аплодировали. И миссия ОБСЕ ушла из Крыма, потому что Крым перестал быть безопасным регионом, конфликтным. И ООН признала уникальным опыт Украины по урегулированию межнационального конфликта. Это отвечая девушке, которая, извините, ляпает языком, не знаю. Так вот, я говорил о том, что можно поднять... Потом, когда пришел Янукович, он Меджлис выкинул из Рады представителей и вел туда своих людей. И я сказал о том, что можно же ввести Меджлис опять и сделать Раду представителей, и назначить там Джебелева или Чубарова головой представницкого органа при дорадчо-консультативной. Я им сказал, что у вас полномочия будут, потому что дорадчо-консультативный орган прописан в положении про президента и так далее, и в Конституции, и в законе о том, что президент має створювати как по ветеранам. А что в этом плохого? Поэтому не надо переворачивать факты и ссылаться на... Потому что я, когда узнал о том, что некто переврал ситуацию крымским татарам о том, какую я занимал позицию, я приехал к Мустафе Джемилеву, и мы с ним на кухне долго разговаривали. Это вы про какой случай говорите? Это вот про тот, по которому вот говорит. про это. Да, вот про это. И мы долго сидели, потому что, знаете, для меня, допустим, Мустафа Джемилев, я в чем-то с ним не согласен, в чем-то согласен. Но для меня этот человек — это знамя крымско-татарского народа. И я дорожу дружбу с этим человеком. Так же, как с Рифатом Чубаровым. Поэтому я могу с чем-то соглашаться, с чем-то не соглашаться. Но пошлости и подлости с моей стороны ни один крымский татарин никогда не видел. Поэтому плохо, что появляются такие вещи, но я на них спокойно реагирую. Потому что чего не было, о том говорить не надо. К вопросу о ваших расхождениях в позиции. Ну, возьмем ключевой момент — статус крымской автономии. Естественное желание крымских татар изменить его с территориальной на национальную. Вы же говорите, что тут нужно быть очень осторожным, что в Крыму живет всего 12-13% крымских татар, нужно учитывать интересы других людей. При этом позиция Меджлиса и крымских татар, ну, как бы аргумент такой, что, ну, поскольку это их родина, это та земля, на которой они сформировались, то так и должно быть. То есть это никак не ущемит интересы остальных живущих на полуострове. Ну, послушайте, если бы для того, чтобы вернуть территорию, да, в частности Крым, надо вернуть мозги людей, да, то есть надо перевернуть их сознание. Не учитывать тот фактор, что на территории Автономной Республики Крым там 85% живет не крымских татар,
мы не можем. Нравится это кому-то или не нравится это кому-то, но это факт. И не важно, сколько там перекати поля и сколько там империй прокатилось туда-обратно, там российских, османских и так далее, не важно. Сложилось то, что сложилось. Не учитывать фактор. Я понимаю и приветствую желание крымских татар, и я за то, чтобы был принят закон о крымско-татарском народе, да, как коренном народе. Я за. Но с точки зрения того, что мы сегодня хотим вернуть Крым и Севастополь в лоно Украины, и просто одним желанием, что вот мы сделаем национальную автономию, и какая реакция на том же Крымском полуострове, да, там же не все предатели, там не все не любят Украину. И среди украинцев, среди русских, и среди нерусских. И я как человек-политик, как человек как бы опытный, я понимаю, что у крымских татар есть это желание. Никто у него его не отбирал. Они хотят, чтобы было так. Бога ради, кто же против? Точно так же, как переименование всех там городов и так далее. Но разные же истории были у разных крымских городов. Я что, против Карасу-Базара? Или я против Бахчисарая? Но есть там Керчь, которая называлась тысячелетиями там, Пантикопеем, например. Там был Херсонес Таврический, я не знаю. Мы же должны учитывать все эти факторы. Ну, например, да? Как это все происходило. Поэтому я не хочу становиться в данной ситуации на сторону одного какого-то, ну, допустим, этноса или там событий каких-то. Я знаю, что происходило с людьми, я знаю, когда их оттуда выбросили в 44-м, знаю, сколько погибло и что происходило. И поверьте мне, что нет того политика, я себе не набиваю цену, который больше с ними взаимодействовал, чем я. Спросите у лидеров того же Меджлиса за все те годы. И сколько я от этого натерпелся, что меня там записывали, что я и сам, и моя семья, там, мы все там чуть ли не татары. Потому что я понимал, как человек, прошедший афганскую войну, что если вдруг взорвется ситуация, никто не будет разбираться после первого выстрела, кто это сделал. А почему вы считаете, что национальный статус как-то отпугнет? Я не говорю, что это отпугнет. Но послушайте, мы же знаем, что там, да, там реакция, там тут даже тоже есть связь, да, с Крымом. И у меня, как вы понимаете, этой связи там, ну, миллион людей, да, поэтому даже те, кто говорят там, а вот типа недовольны действиями России, и что происходит, когда Крым стал российским, да, они говорят, а мы если сюда вернемся, а вы нас там татарской автономией сделаете, ну разная же реакция есть, да, например, на эти события. Я прекрасно... Ну, просто это нужно объяснять позицию, объяснять, что к чему. Объяснять надо, а кто против. Поэтому я сторонник того, чтобы... Знаете, у каждого человека и у каждого политика есть своя точка зрения. Есть она и у меня. Она может кому-то нравиться, она может кому-то не нравиться. Точно так же, как моя позиция нравится, чья-то позиция не нравится. Но для меня самое главное в этой всей истории, чтобы Крым и Севастополь вернулись в лоно Украины, и которой они после развала Советского Союза принадлежали. И в которой не было конфликтов, даже в самые тяжелые времена. А путь, который нам предстоит пройти, он сложный, непростой, и не учитывать всех факторов мы не можем. Но я опять апеллирую к вашему опыту. Есть ли у вас видение того, что в офисе президента понимают и знают, как это сделать, как вернуть Крым? Послушайте, для того, чтобы в том числе в офисе президента понимали, должно быть поступательное движение. Знаете, как есть такая поговорка: капля долбит частотой, а не сил. Я недаром вам несколько раз сегодня приводил примеры по тем же участникам боевых действий, по семьям погибших, да? Потому что, 1,5 года назад пришла команда, которую выбрал украинский народ. И, действительно много людей, которые, возможно, у которых не было большого опыта государственного управления, да, и они... Ничего удивительного нет в том, что совершались какие-то ошибки или неправильные шаги. Я могу вам сказать, что Ющенко, когда стал президентом в 2005 году, тоже же губернаторами первую волну, я же 4 месяца был премьер-министром Крыма, так я вам могу сказать, что революционеров поназначали губернаторами. Я помню, когда я к Тимошенко ездил, она была премьер-министром на совещании, она мне говорила: послушай, мне перед тобой стыдно.
потому что были отдельные губернаторы, ну, надо было революционеров удовлетворить, первый же Майдан прошел, да, которые вообще ничего не смыслили, извините, в управлении. Потом прошел какой-то период, год-полтора, начали возвращать тех, кто работал при Кучме, потому что не все же были там какими-то негодяями или подонками. Была куча опытных людей, которые потом пришел главой администрации Балога, начали и Ющенко возвращать. То есть я же это все проходил. Поэтому для того, чтобы... Я тем же крымским татарам говорил, ну хорошо, президент сказал, что он готов, порекомендуйте, кого назначить на уполномоченного президента по крымским проблемам крымских татар. Я до сих пор не знаю, подали ли лидеры крымских татар, народные депутаты. Неоднократно слышал заявление Нет, заявление это заявление. о том, что президенту была предложена кандидатура Рифата Чубарова. На самом деле, ну, было не совсем так. Президент в своем выступлении, а перед этим я ему предложил эту ситуацию, он сказал, обращаясь к крымским татарам, меня еще что удивило, что он так быстро отреагировал. Он говорит, я готов назначить вашу кандидатуру уполномоченным по вопросам крымских татар. Давайте ваши предложения. Насколько мне известно, официальных предложений не поступило. А на мой взгляд, есть народный депутат Мустафа Джабилев, есть там Чайгоз, есть там Рустем Амет. Почему не внести, да, кандидатуру Рифата Чубарова президенту? Что мешает? Что я знаю, что эти предложения были, поступили Но президенту. я, насколько знаю, Были документов нет. договоренности о встрече после уже 18 мая. Она откладывалась и до сих пор не Ну, состоялась. я об этом не знаю, но я могу вам сказать, что, вот знаете, если лидеры, народные депутаты, лидеры крымских татар внесут кандидатуру, и это будет положено на бумагу, то мне кажется, что этот вопрос решится гораздо быстрее, и тогда появится у тех же крымских татар еще один якорь, да, для того, чтобы двигаться в этом направлении. И когда их человек будет находиться в офисе, там, не знаю, там, Рифат Чубаров, да, допустим, лидер Меджлиса, то, наверное, капать по вопросам Крыма будет легче. Вы сравнили с администрацией Ющенко. Но я не с администрацией, я со временами. Да, со временами, с руководителями регионов. Но у вас же еще есть опыт работы советником президента Петра Порошенко. Ну, что значит у меня опыт? Я вам скажу, как это произошло. Это произошло в 2014 году, после того, как захватили Крым. И внештатным советником он меня назначил, потому что это касалось войны. Внештатным советником. И я же был народным депутатом и не мог. Это касалось, потому что когда меня Порошенко позвал, у нас было 4 депутата афганца. Я, Виталий Крутий, Коля Томенко и Дима Андреевский. И он позвал и сказал, поедете на Донбасс, хочу, чтобы вы проползли всю армию, потому что я до конца не верю генералитету, проползите на собственном брюхе и посмотрите все, что происходит. И он меня назначил советником, нештатным. И мы 4,5 месяца, начиная с Житомирского полигона, где готовился 90-й батальон десантный, и заканчивая Донбассом, ползали по войскам и увидели реальную картину всего, что происходило в украинской армии. И когда я потом приехал, ему сказал, что вот справка Генштаба, где к 2015 году армия одета, обута и готова, а вот от командиров рот и батальонов, от 12, где мы были и все, что мы видели, так это полный звездец. Две большие разницы. Да, две большие разницы. Не буду говорить, какая у него была реакция, но поверьте мне, что после этого собрали и Минобороны, и Генштаб, и мне один из героев войны на Донбассе потом позвонил и говорит, ну вы красавцы. Потому что штабные летали по потолку. Вот так это произошло. И это касалось, и я был тогда внештатный, и касалось это войны. Работая в разных администрациях, вы можете сравнить качество менеджмента? Я не работал в администрации Порошенко. Ну, внештатным советником вы же сталкивались с послушайте, организационными... это было скорее
Знаете, с моей стороны будет, наверное, сейчас некорректно вообще об этих вещах говорить, потому что я могу вам сказать, я с 90-го года в политике, да, я уже тогда был мэром, народным депутатом Украины, и я как бы всех президентов страны знаю и могу сравнить, но я могу вам один пример жизненный привести. Вот я в прошлом году 7 месяцев боролся за жизнь. Так вот, Порошенко, которого вы вспоминали, что я у него был советник, он ни разу мне даже не позвонил. И не спросил, как твое здоровье. Хотя я был скорее мертв, чем жив. Я 36 дней лежал в реанимации и перенес за 2 недели 11 операций. И потом, когда я на костылях вышел и приехал к нему в офис, и я сказал, меня позвали, начали извиняться лидеры фракции БПП. Мы не знали. Хотя я каждую неделю писал, у меня сил не было говорить. Я писал сообщение, что я в реанимации на сессии не буду. И мне сказали, вот он с вами встретится, он вас примет. Я сказал, у меня неделя, потом я уезжаю в Турцию, где мне в конечном итоге спасли жизнь. То мне человек этот не позвонил и даже не поинтересовался моим здоровьем. А я у него просить ничего не собирался, я в глаза хотел посмотреть. Потому что когда было туго, пацаны, афганцы, спасайте. Поэтому нет для меня этого человека. Я когда вас так подробно расспрашиваю, не потому что я хочу сравнить, кто лучше вы из просто меня, президентов. в хорошем смысле вынудили, да, чтобы вы понимали историю событий. Потому что мы сейчас видим, что вся внешняя политика, политика деоккупации полуострова завязана на офис президента. Ну, так всегда было. Вот нам просто хочется нашим зрителям узнать подробности, как это происходит. Как идут переговоры, как, допустим, Андрей Ермак общается с Козаком, как это формально, неформально, там, не знаю, в Телеграме общаются или по правительственной Ну, связи. вы должны правильно понимать, что... Ну, не раскрывая военные тайны. Ну, во-первых, моя деятельность сегодня, да, при том, что я бывший премьер-министр Крыма, и я являюсь главой Рады ветеранов при президенте. И это основное мое направление деятельности. Я работаю с участниками боевых действий, семьями погибших. То, что я был премьер-министром Крыма, и то, что меня периодически спрашивают, касающиеся крымской и севастопольской тематики, ну, это на сегодняшний день не является моей функциональной обязанностью даже на общественных началах. Да? То есть у меня основное направление — это все-таки воевавшие и люди, потерявшие там близких и пропавшие без вести. То есть это направление. Я понимаю, что вас интересует больше крымский вопрос, но я не участвую в вопросах, связанных с Крымом, и не участвую в разговорах там Ермака с Козаком и так далее. Поэтому, тем более, что это больше касается Донбасса, да, трехсторонней там группы и так далее. Я не участвую в этом. Но когда меня спрашивают, а иногда даже когда не спрашивают, там, где я могу свои 5 копеек ставить по вопросу Крыма или по вопросу там, Донбасса, я это делаю. А вы занимаетесь возвращением наших военнопленных, переговорами по возвращению, по обмену? У меня в Раде ветеранов, которую я возглавляю, 25 человек. 19 прошедших, 19 чистых, связанных с антитеррористической операцией. Первый зам Героя Украины, командир батальона народный депутат Игорь Герасименко. 6 афганцев, которые прошли Майдан и прошли АТО. То ли воевали и там, ну и в Афгане, и на Донбассе, то ли, как Олег Чуйков, в Афгане был командир десантного взвода, на Донбассе был командиром 5-й батальон тактической группы. У меня есть Ира Михнюк, вдова Героя Украины, легенды Майдана, афганца, который погиб 20 августа на Луганщине 2014 года. А что касается военнопленных, то у нас в Раде ветеранов есть такой парень Богдан Пантюшенко, который 5 лет просидел в плену в 3 тюрьмах Донбасса. Прошел исчадие ада. И его 29 декабря прошлого года Зеленский с Ермаком по обмену забрали. Уникальный парень, 5 лет тюрьмы. Мы с ним много часов говорили. Парень уникален в том, что он не сломался,
не предал, не сошел с ума, хотя мог. И когда он рассказывает о том, что он пережил в этом плену, ну, я вам скажу, не для слабонервных. И мы сейчас предложили Богдана Пантюшенко, он танкист, попал в Донецком аэропорту в плен. И 5 лет отсидел. И мы его сейчас предложили в трехстороннюю контактную группу, в подгруппу по переговорам, тем более он знает и видел, сколько там наших ребят. У нас есть уполномоченный президента по инвалидам войны Вадим Свириденко, который в 2015 году в Дебальцево 3 подрыва, обморожение, 4 суток в подбитом Урале, друзья умерли, плен в Донецке, издевательство. Потом его просто отдали без обмена сюда, потому что он военный фельдшер, и он обмороженный умирал. Его отдали, и в Днепре ему ампутировали руки и ноги. И он уже 3 года назад ему американцы поставили протезы рук и ног. И парень стал бронзовым призером на чемпионате мира среди инвалидов войны. Парень просто легенда живая. Вот как вы думаете, такие ребята, они в состоянии бороться за возвращение из плена? Да, каждому из них книгу можно написать. Я ими горжусь. Например, я могу так о каждом рассказывать. Просто хочется понимать, какие планы, когда будет очередной обмен, потому что вот были заявления, еще я помню, Пристайко, будучи главой Министерства иностранных дел, анонсировал освобождение, обмен крымских политузников. И с тех пор звучали очередные обещания, что это будет. Анонсировалось, я же говорю, Пристайко в конце прошлого года. Были заявления Андрея Ермака. Но вот уже осень, и ничего не слышно об этом. Ну, послушайте, надо понимать, с кем мы имеем дело, с кем мы говорим. Надо понимать, что так называемые лидеры ЛНР и ДНР, они по большому счету ничего не решают. Вы же прекрасно понимаете. Ну, безусловно. Кто решает? Надо понимать, что были договоренности всех на всех, а когда тебе, например, говорят, ну, это настолько, скажем, пикантная тема, о которой, ну, не стоит говорить вслух, да, то есть тебе когда говорят, или забираете этих, или вообще обмена никакого не происходит. Поэтому были моменты, когда, насколько мне известно, да, когда украинская сторона вынуждена была соглашаться на то, что отдают там, условно говоря, 8 спецназовцев и там 15, ну, я, скажем так, нереальные, допустим, может, цифры где-то называю, да, 15 человек, которые там сидели за там, уголовные преступления, там, да, то есть так называемый обменный фонд. Или так, или никак. Я знаю, что и президент, и украинская сторона, и тот же Андрей Ермак, то есть порой шли навстречу для того, чтобы выдернуть ребят, которые там, ну, воевали и сидели. Я вам по Афгану скажу. Быть убитым было легче, чем пережить плен. У нас всегда был один патрон во внутреннем кармане, и мы знали, что с нами там делают, с нашими ребятами. Поэтому подавляющее большинство, даже афганцев, тогда знали, что если плен, то лучше подорваться или застрелиться. Поэтому я недаром вам рассказал про Богдана Пантюшенко, потому что, поверьте мне, что даже не один из сотни, наверное, меньший процент, людей могли бы выдержать пытки, издевательства. И не сломаться, и не сойти с ума. Поэтому ответить на вопрос, когда это произойдет, достаточно сложно. Вы же видите, переговоры там по нормандскому формату двигаются. Тем более у России сейчас масса проблем. Да? Это и ситуация в Карабахе, это и ситуация в Беларуси, это и ситуация в Хабаровском крае, это и Навальный, это и коронавирус, и экономический кризис. Но на самом деле время на Россию сегодня. Это и проблемы в Крыму, и в том числе проблемы с водоснабжением. То есть совокупность отрицательных факторов, которые давят сегодня на Россию, так или иначе она возросла многократно. Поэтому у меня есть осторожное предположение, что если говорить о Донбассе и о обмене пленными, в том числе и политическими, я бы осторожное предположение высказал, что им придется подвигаться в силу, в том числе, этих обстоятельств.
понятно, что по Крыму и Севастополю они говорить с нами не будут. Давайте поговорим еще вот о такой теме. Тут недавно нашумел опрос президента. 5 вопросов о важном, и среди них один был касался свободной экономической зоны на Донбассе. Тут было просто интересно, почему вдруг оно это возникло. И я вот заметил по вашим интервью, которые вот периодичностью там выходили на разных каналах, вы эту идею озвучивали многократно. Да, я уже несколько лет ее То озвучиваю. есть это ваша идея, вы подкинули Владимиру Зеленскому идею говорить о свободной экономической зоне на Донбассе? Ну, я могу вам сказать, что я не могу сказать, что это в чистом виде там моя идея. Просто когда накануне встречи с крымскими татарами я был у него на совещании, я сказал ему о том, что, Владимир Александрович, я считаю, что как человек, который создал в 1994 году первую северокрымскую экспериментальную экономическую зону СИВАШ на севере Крыма, когда в Крыму был преснопамятный президент Мешков, и привезли все правительство там Сабурова, кстати, не глупого человека, из Москвы. И когда там, ну вы же там жили и знаете, что в Крыму творилось, такой коматоз был. Мы тогда на севере Крыма, где было Красноперекопск, Армянский район, где было 50% промышленного потенциала Крыма, когда по 2 года пенсионеры не получали пенсию, и врачи, и учителя не получали зарплату, мы предложили с командой крымчан, кстати, предложили, там тот же Андрей Клименко и ряд других людей, мы предложили идею создания СС «Сиваш», которая в том числе спасла промышленный потенциал, в которой были реализованы бизнес-проекты экономические, которые спасли промышленные предприятия севера Крыма, и даже один из факторов был, что удержали Крым в составе Украины. Когда сегодня нам говорят о том, что дайте особый статус Донбассу, но, насколько мне известно, в Минских соглашениях не записано особый административный или какой-то другой статус. Поэтому я сказал свою точку зрения, я и придерживаюсь. Смотрите, вот представим себе, завтра нам Донбасс отдали. Вот завтра отдали. Мы взяли границу под контроль. Что нам с этим Донбассом делать? 50 тысяч разрушенных домов, десятки тысяч мин и взрывоопасных предметов, разрушенные, вывезенные предприятия оборонного комплекса и вообще то, что из себя там типа Луганского патронного завода или там, где делали кольчуги там донецкие, да, то, что представляет там военный интерес. Затопленные шахты. Да нам $1,5 миллиарда на саркофаг для Чернобыля мир вместе с Европой 35 лет собирал. И скажите, в условиях коронавируса, экономического кризиса, кто даст нам деньги на то, чтобы мы это все восстановили? И что мы с этим всем будем делать? Население 1,5 миллиона людей, которые там, представляли из себя, скажем так, людей, у которых был ресурс, да, они уехали на материковую Украину. Остались пенсионеры, остались те, кто там воюет против украинской армии. Как восстанавливать Донбасс? Нужны нестандартные экономические шаги. На мой взгляд, как человек, который создал первую СС успешную, я кандидатскую защищал на эту тему, докторскую диссертацию. В Таврическом университете за неделю до захвата Крыма защитил докторскую. Так я могу вам сказать, что если человеку, знаете, вот каждый раз он сидит и говорит, я хочу есть, ты ему даешь рыбу, наешь, он сидит, хочу есть. Я сторонник того, чтобы дать человеку удочку и научить ловить рыбу. Какая удочка может быть на Донбассе? Дается особый экономический статус всему Донбассу. Вы имеете в виду наши территории, которые подконтрольные, или Смотрите, территории неподконтрольные? я так думаю, это моя точка зрения. Меня Резников, вице-премьер, приглашал пару недель назад. Еще вот я ему рассказывал, как я это вижу. Но на территории, которая подконтрольна Украине, создается сегодня льготный режим. Ты фермер, ты малый предприниматель, ты хочешь там построить ферму, ты хочешь там сделать какой-то бизнес-проект, мы тебя освобождаем там на 5 или 10 лет от налога на землю, от налога на прибыль, от подоходного. Если ты завозишь сырье, оборудование, материалы для строительства предприятия, мы убираем у тебя таможенную пошлину, ты не платишь налоги. И украинцы талановитые люди, и они поднимаются.
Мы не даем льготы по акцизной группе. Сигареты, вино, водка, спиртное. Потому что это сразу начнется вот этот разборки. Чего я не сделал в Севаше. Ко мне же, когда я создал ЦС Севаш, приехала братва. Причем не только крымская. О, пацан, ты свободную зону создал, мы сейчас здесь. Я говорю, не, пацаны, у меня льгот на спиртное и на акцизную группу, на сигареты не будет. Они сказали, тогда нам это не интересно. Я говорю, слава богу, потому что вы тут всех перестреляете. И есть производственно-экспортно ориентированная свободная экономическая зона, есть Порто-Франко, есть офшор, чего нам не нужно, да, есть технопарки, есть же разные варианты. Так вот, так вот, если мы на территории, которую мы контролируем, льготы бизнесу, малому, среднему дадим сегодня, а тем, кто с той стороны, скажем, а вам, когда вернетесь, будет тоже, чтобы они видели, что Украина дала удочку, и здесь развивается малый и средний бизнес, и поднимаются предприятия, и чтобы люди с оккупированной территории сказали, мы туда хотим вернуться, потому что, смотри, у них налогов минимум, они развиваются, но мы им скажем, когда вернетесь, тогда получите льготы. А здесь будет вот так. Но то же самое. Есть свободная экономическая зона Крым. Ее опыт не настораживает. Она для других целей предназначалась. И у нее совершенно другой льготный режим. Эту зону ее надо просто ликвидировать, потому что она виртуальная. Я бы, если говорить о административной границе с Крымом, есть 3 района, там Новотроицкий, Каланчакский, Чаплынский, прилегающие к оккупированной территории. Я бы льготный режим создал на вот этих 3 районах, чтобы крымчане, заезжая, видели, что вот смотри, на Херсонщине бизнес развивается. Созданы территория приоритетного развития, можно назвать. У нас законодательство не нравится слово «зона». Суть-то одна. Дается льготный режим для создаваемых предприятий, для того, чтобы своими усилиями поднимался бизнес, создавались рабочие места. И мне на некоторых эфирах говорят, ну, надо там создать еще где-то. Я говорю, подождите, бюджет не выдержит. Потому что льготы, которые будут даны, они же будут недоплачиваться в местные государственные бюджеты, их же надо компенсировать. Но я говорю, у нас война в одном месте, на Донбассе. И такого разрушения, и такой ситуации нет нигде. Поэтому китайцы почему 14 свободных экономических зон создали в 70-е, 80-е годы вдоль океана? Они стали инвестиционными пылесосами и втянули в Китай триллионы долларов. В идеале налоги понизить всем, но страна не выдержит, бюджет не выдержит. Кто-то должен платить налоги за пенсии, за зарплаты врачам, учителям и так далее. Поэтому это, на мой взгляд, и заметьте, Россия против этого ничего не может сказать. Но это же тоже, извините, один из джокеров. Вы настаиваете на особом статусе? Мы даем особый экономический статус. А это тоже особый статус. Ну, не все, что, наверное, так просто. Вот, да, Ну, не все, так сказали, ой, да, хорошо. Ну, послушайте, не все так просто, но вопрос состоит в том, что... Там же речь идет как раз именно об статусе политическом, об автономности. А где это написано? Я, насколько знаю, в Минских соглашениях не записано, что это политический статус. А вот Украина и говорит, мы делаем децентрализацию. У нас сегодня местные бюджеты после децентрализации. Извините, я премьер-министром Крыма ездил, падал на колени в кабинет министров, президенту, Верховную Раду и просил, дайте нам чуть больше акциза, дайте, мы же автономная республика, дайте нам чуть больше, и в Севастополе также, оставьте деньги от базирования флота, дайте, пожалуйста. Сейчас, извините, местным бюджетом по децентрализации у них в 3-4 раза стали больше бюджеты. Они, извините, сидят, им не надо просить. Понятно, денег всегда не хватает. Но это несопоставимые вещи. То, что было в свое время, когда я руководил там Крымом и Севастополем, или даже мэром города был, когда мы попрошайничали перед Кабмином там нормативчики отчислений. И сейчас децентрализация плюс особый экономический статус – вот формула. Нам же понятно сегодня, что, и я думаю, что и людям на Донбассе понятно, что для России Донбасс — это не Крым и Севастополь. И что они его как-то хотят Украине спихнуть красиво. Но проблема же, там, главная проблема там в другом, что там 1040 вооруженных людей,
которые воевали против Украины, Это, которых, опять же, амнистировать которых Украина вопросу не о может. стратегии, Не, о подходе, о том, как реинтегрировать. Ну, И разговора, наверное, еще, Да. наверное, не на один час, Да, но наше согласен. время, к сожалению, Согласен. подошло к концу. Вы смотрели программу мы о том, как приблизить это время. Спасибо, что были с нами. Не переключайтесь. Через несколько минут в эфире Заман с Шевкетом Наматулаевым. Спасибо.